Здравствуйте, это рубрика «Интервью». Меня зовут Наталья Чудина. Сегодня у нас в гостях Марина Штарк, художественный руководитель Хакасской республиканской филармонии имени Чаптыкова. Здравствуйте, Марина Геннадьевна. Новый сезон у нас официально в филармонии еще не стартовал, но вы уже радуете нас концертами, причем большим количеством. Расскажите, вообще год этот обещает быть насыщенным? Да, конечно, этот год, как и все предыдущие, естественно, мы постарались заполнить максимально интересными проектами, интересными людьми, гастролерами и приготовили массу всяких интересных подарков для своих зрителей. Что нас ждет в ближайшее время? В ближайшее время это я хочу всех пригласить на открытие 28-го концертного сезона. Поскольку год был объявлен годом российского кино, то наш концерт будет посвящен этому году. Это будет программа «Песни кино». Вот. Люди услышат популярную музыку, популярные песни из советских и российских кинофильмов в исполнении солистов филармонии. Вот это будет такой немножко нетрадиционный концерт на открытие. Мы всякий раз варьируем форму этого концерта. Ну вот в этом году решили отдать дань вот этой великой дате, которую мы тоже с честью целый сезон представляли. У нас было очень много концертов, посвященных Дню кино, и песни кино-1, и песни кино-2. И чем больше мы готовились, тем больше у нас возникало идей. И я думаю, что мы продолжим эту тему и в следующем году. Еще в этом году мы продолжаем работать по всем интересующим и нас, и зрителей проектам. Очень, очень любят зрители проект «Галерея звезд», в рамках которого приезжают звезды мирового уровня. И в этом году мы приглашаем очень много артистов в рамках этого проекта. Очень хорошо идет у нас и очень любим зрителями проект «Звезды 21-го столетия», то есть где мы знакомим зрителей с людьми, которые еще не стали, может быть, лицами номер один на мировых сценах, но это уже очень, ну, можно сказать, уже титулованные музыканты, они уже работают с ведущими оркестрами по всему миру и с дирижерами. И вот пока они, так сказать, на взлете своей карьеры творческой, мы приглашаем их к себе, чтобы, так сказать, вот быть причастными к их творческому росту. Вот этот проект будет обязательно. Каких знаменитостей мы увидим в этом году? Ну вот вы уже увиделись с Архиповским, я так думаю. Зрителям он очень полюбился. Также наши зрители очень любят Владислава Косарева, и мы не стали их огорчать в этом году. Мы его опять приглашаем, он обязательно к нам приедет. В ноябре к нам приедет блистательная солистка, оперная солистка из Москвы. Вот прям в октябре у нас будет Александр Михайлов, легенда советского, российского кино. И билеты раскупаются с бешеной скоростью. Я бы вот рекомендовала всем, кто хочет с ним встретиться и познакомиться ближе, прям поторопиться с приобретением билетов. У нас всегда есть творческий контакт с ближайшими филармониями. Вот так к нам приезжает в рамках этого сотрудничества из Тувы ансамбль ударных инструментов, который просто прославленный. Он ездит по всему миру, он будет играть с нашим оркестром. Интересная будет программа. С Красноярска к нам приезжает хор «Тебе поем», и они привозят в концертном исполнении, в хоровом концертном исполнении оперу «Щедрина» «Боярыня Морозова». Это редко исполняемое произведение, и знатоки музыки, конечно, получат огромное удовольствие от этого проекта, от этого концерта, от встречи с этим легендарным хором красноярским. Ну, очень часто перед новым сезоном у нас обновляется состав. В филармонии у нас уже закостенелый состав, так сказать. Ну, хорошее вы слово сказали. Ну, у нас состав выкристаллизованный такой вот, просто кристально чисто обработанный состав. В нашей филармонии сейчас есть все, буквально все, чтобы представлять максимально полно культуру и мировую, и национальную. У нас есть и блистательные оперные солисты, которые могли бы украсить любую сцену любых оперных театров мира. У нас есть выдающийся, совершенно неподражаемый фольклорный ансамбль «Ульгер», который постоянно гастролирует за рубежом. У нас замечательный был создан ансамбль хакасского танца «Кюнсузы», который еще молод, но он уже снискал огромную популярность и у нас, и за рубежом. И у нас есть
эстрадная группа, которая просто блистательный тоже состав, которые молодые, талантливые, желающие работать, стремящиеся всегда что-то новое изобретать. И поэтому они, кроме эстрадных концертов, участвуют в театральных постановках. И благодаря вот этому составу, который у нас существует в филармонии, мы можем делать сейчас очень много хорошей работы. Вот сейчас мы будем представлять на суд зрителей восстановленную оперу Александра Александровича Кинеля «Чинархус». Вот, мы ее уже показывали, так сказать, премьера закрытая состоялась, и сейчас мы будем показывать эту оперу широкой аудитории. И я считаю, что вот эта работа является не некой знаковой, некой важной такой работой для всего коллектива, потому что первая хакасская опера, и вот через столько лет она восстанавливается, и восстанавливается как раз в том первозданном виде, в каком она была создана. Очень бережно относимся к сохранению и стиля композитора, хотя очень многие ноты уже там и утрачены, и приходится восстанавливать по крупицам. Очень большие силы мы, так сказать, пустили на то, чтобы восстановить эту работу, но это очень важная работа, потому что это сокровищница нашей хакасской культуры. Ну, давайте вспомним вот буквально прошедший сезон и уже начало этого. Вот насколько, с кем наиболее удачным у нас вышло сотрудничество? И вот продолжать будете с кем-то, возможно? Вы знаете, на самом деле, как-то так получается, то ли мы счастливые люди, то ли, как говорится, подобное притягивает подобное. Как-то к нам всегда приезжают очень хорошие люди, очень хорошие, большие мастера и очень хорошие по душе люди, которые, ну, не жаждой денег одержимы, да, не жаждой заработать на наших концертах, а именно раскрыть для себя новые территории, новое пространство, подарить свое творчество как можно большему количеству людей. Вот как-то нам все это нравится, все прекрасные люди. Вот я говорю, что мы несколько лет сотрудничаем с тем же Владиславом Косаревым, он будет к нам приезжать. Вот мы смотрим по телевизору «Романтику романсы», участник этого проекта, и звонят зрители, говорят, вот видите, наш Владислав, вот он, как он хорошо поет, он лучше всех. То есть он уже наш, мы его любим. Конечно, мы всегда сотрудничаем с такими коллективами, как ансамбль Гаденко, да, ансамбль песни, да, танцевальный коллектив Гаденко, песни и пляски. То есть много музыкантов, которые к нам возвращаются вновь, потому что они очень любят нашего зрителя. Ну а лично вам кто за прошлый сезон понравился больше всего? Ой, так трудно сказать. Ой, очень трудно сказать, но многие концерты, конечно, остались в памяти. Знаете, я, наверное, не буду называть вот так что-то конкретно, какой-то концерт конкретно, потому что это немножечко будет, наверное, невежливо по отношению к каким-то другим коллективам. Но точно могу сказать, все то, что нам не нравится, то не приживается на нашей сцене. И если вы видите повторяющиеся какие-то афиши, то это значит, этот исполнитель привез нам что-то новое, и надо быстрее бежать к нам на концерты и радоваться вместе с нами. А абаканцами что больше всего востребовано? Какие-то, может, направления? А вот знаете, мы даже затрудняемся сказать. Ну, однозначно любят танцевальные все коллективы, которые приезжают. Приезжал Омский хор, в этом году приезжает Уральский народный хор. Это искусство тоже востребовано зрителями. Они очень любят приходить на эти концерты, просто битком забитые залы. Бывает так, что мы даем один концерт и понимаем, что не вместили всех желающих, и, поговорив с артистами, тут же объявляем о втором концерте, потому что желающих больше, чем у нас вот есть возможность поместить в зале. Потом очень любят люди вокальные концерты, очень любят. У нас приезжал в прошлом году и в позапрошлом году приезжал вокальный мужской квартет «Перформан», да. Тоже полюбился зрителям. Наверное, мы их будем приглашать. А еще в прошлом году прошел концерт коллектива «Мужской вокальный ансамбль» из Екатерининского дворца Санкт-Петербурга «Антем». Вот это был очень хороший коллектив. Ну, очевидно, потому что у самой такая специфика, да, первичная я хормейстер, поэтому мне это искусство очень дорого. Вот мы с ними будем обязательно продолжать сотрудничать. Абаканский зритель, он достаточно непритязателен или вот уже чувствуется рост самого зрителя? Вы знаете, есть такая немножко парадоксальная вещь, которую я наблюдаю. Зритель совершенно искушенный, зритель понимает, что хорошо, что плохо, но я никогда не видела на концерте, чтобы... Вот бывает,
Ну, кажется, не так выступает, как ты ожидал от этого артиста. И я с ужасом и с трепетом жду реакции зала. И я вижу очень вежливую и очень такую радушную атмосферу в зале. То есть зрители умеют оценить все то, что им дается. Видимо, понимают, что случаются какие-то неудачи. И поэтому вот зритель всегда реагирует очень, очень деликатно. Вот так я могу сказать. У нас в городе достаточно насыщенная, как вы уже говорили, да. музыкально-театральная жизнь. Борьба за зрителя сейчас достаточно острая между учреждениями культуры. Вот чем вы пытаетесь своего зрителя мы взять? своего зрителя пытаемся брать этим качественным подбором артистов, которых мы им предлагаем. Мы понимаем, что зрителю придется выбирать среди этого огромного множества предложений. И мы, конечно, очень тщательно подходим к подбору. Но у нас есть свой зритель, который любит музыку больше, чем театр. Спасибо большое, что нашли время, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Марина Штарк, художественный руководитель Хакасской республиканской филармонии имени Чаптекла. Спасибо, что были с нами. Обязательно увидимся.